Если человек талантлив, то талант его многогранен. Однако, чтобы добиться в жизни успеха, нужно постоянно заниматься и изучать что-то новое. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире ток-шоу «Нодир» и в студии с вами Фаранге Шозедова. Нашему сегодняшнему гостю, 8-летнему ученику средней школы номер 70 города Душанбе, Навиду, благодаря своей любознательности и тяготу к знаниям, удалось развить в себе таланты познания космоса. Навид сегодня в нашей студии. Давайте под бурные аплодисменты встретим его. Здравствуй, Навид. Здравствуйте. Как ты? Все хорошо. Волнуешься? Немножко есть. Мы рады приветствовать тебя сегодня в нашей студии. Навид, а почему ты начал изучать космос? Когда я был маленьким, я всегда спрашивал папу о том, что светится на ночном небе. Папа отвечал, что это необъятное космическое пространство, а то, что на небе, это звезды. А правда, что ты в будущем хочешь стать космонавтом? Да. А почему именно космонавтом? Мне нравится учить созвездия, планеты, галактики. Ну, и хочу пойти на ракету. О, очень хорошо. А ты все эти созвездия, галактики знаешь? Да. Итак, уважаемые гости и телезрители, мы подготовили сегодня ряд экзаменов для Навида и посмотрим, действительно ли он знаком с космосом или нет. Навид, ты готов? Да. Мы подготовили для тебя ряд вопросов, они будут отображаться на экране, и ты в течение 5 секунд должен ответить на каждый вопрос. Готов? Да. Давайте начнем. Итак, первый вопрос. В каком веке стало известно о том, что наша Солнечная система является частью огромной галактики? В 19 веке. Итак, посмотрим. Правильный ответ – это... В 19 веке. Молодец! Следующий вопрос. Сколько планет в нашей Солнечной системе? 8 планет. Угу, посмотрим. Правильный ответ. Итак, а может 7? Нет, 8. Итак, посмотрим. 8 планет. Молодец! Перечислите названия 8 планет нашей Солнечной системы. Юпитер, Меркурий, Венера, Земля, Марс, Сатурн, Нептун, Уран. Сейчас посмотрим. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Правильно! Как называется самая большая планета Солнечной системы? Юпитер. Итак, сейчас посмотрим. Самая большая планета Солнечной системы – это Юпитер. Правильно! Следующий вопрос. У каких планет есть так называемые кольца? Сатурн, Юпитер. А может их больше? Нет. Давайте проверим. Так называемые кольца есть у планет Сатурн и Юпитер. Итак, следующий вопрос. Принято утверждать, что сутки на планете Земля состоит из 24 часов. А как оно обстоит на самом деле? Сутки 20 часов 24, 23, 56 минут, 4 секунды. Итак, посмотрим. Вы сказали, что 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Правильно! Как называется планета, которая находится ближе всех к Земле? Венера. Венера. А может это Сатурн? Нет. А может Юпитер? Нет. А давай проверим. Венера, правильно! Самая близкая планета к Солнцу. Меркурий. Почему Меркурий? Она действительно находится ближе? Да. Итак, это Меркурий. Итак, уважаемые гости и дорогие телезрители, Навид в действительности справился с первым заданием. Давайте поаплодируем ему.
پرواز میخواهد سامان ایر 10 سالی پرواز در فضای محبت. Навид, а как ты умудряешься все это запоминать? Поделись с нами своим секретом. Мне очень нравится космос, он очень интересный и интересный. А чем ты помимо изучения космоса еще занимаешься? Плаваю, бегаю на беговой дорожке, играю в шахматы, А что тебе больше всего нравится? плавать. И ты успеваешь все это делать каждый день и за одну неделю? Да. Очень хорошо. А с кем ты в основном там ходишь на плавание или занимаешься спортом? С папой. А еще? Ну, с братами. Навид, а где у нас занимается изучением звезд? Где можно увидеть вот эти... Обсерватории, телескопах. То есть, если я захочу посмотреть на звезды, мне нужно будет пойти в обсерваторию и там с помощью телескопа посмотреть на звезды. Да. А ты когда-нибудь был в обсерватории? Да. Очень хорошо. Навид, мы для тебя подготовили ряд вопросов. То есть викторину ты должен ответить «да» или «нет». А по итогам я скажу, сколько ответов у тебя было правильных, а сколько нет. Ты готов? Да. Итак, первый вопрос. Солнце – это звезда? Да. Правильно. Солнце больше по размеру, чем другие звезды? Нет. Нет. Звезды такие крошечные, потому что они находятся очень далеко? Да. Абсолютно все звезды излучают свет? Да. Правильно. Греческое слово «планета» означает «блуждающая звезда»? Да. Правильно. Вселенная и галактика – это одно и то же? Нет. Правильно. Только наша планета имеет свой спутник, это правда? Нет. Не только Солнце имеет свою систему, но и другие звезды. Да. Как называется камень, если он прилетает на Землю из космоса? Метеорит. Правильно. Что влияет на цвет звезды? Ее температура. Какой цвет имеют холодные звезды? Красного. Правильно. Итак, все ответы были правильные. Давайте поаплодируем Навиду. Навид, насколько мне известно, все перечисленные тобою планеты Солнечной системы при вращении имеют специфические звуки. Это правда? Да. А ты можешь по звуку угадать, какая это планета? Да. Это будет нашим следующим заданием. Уважаемые телезрители, это задание немного сложнее. Сейчас Навиду придется по специфическим звукам отгадать, какая же это планета. Навид, ты готов? Да. Где мы сейчас находимся по звуку? Солнце. Правильно, молодец. Где мы сейчас? Будь очень внимателен. Меркурий. Правильно. Итак, наша ракета летит в другую планету. Ты теперь должен отгадать, где мы находимся сейчас. Итак, звук. Венера. Правильно. Мы покидаем Венеру и перемещаемся на другую планету. Где мы сейчас находимся? Земля. Правильно. Куда мы летим? Марс. Правильно, мы летим на Марс. Следующая планета. Где мы сейчас находимся? Звук. Юпитер. Правильно. Наш корабль летит дальше. И где мы сейчас? Сатурн. Правильно.
Мы покидаем Сатурн и летим дальше. Где мы сейчас? Уран. Правильно! Думаем. Нептун. Правильно! Другой звук. Плутон. Правильно! В действительности Навид справился с этим заданием. Навид, а что ты посоветуешь нашим сегодняшним гостям и телезрителям, которые, как ты, возможно, в будущем захотят изучить космос? Я хотела, чтобы они учились тем, чем хотят. А что в астрономии для тебя интересного? Изучать галактики, учить созвездия и планеты. А в каком классе ты сейчас учишься? В 3. Очень хорошо. А не сложно ли тебе всю эту информацию запоминать? И помимо этого еще заниматься спортом там и еще куда-то идти? Нет. То есть ты занимаешься тем, чем тебе нравится? Да. Очень хорошо. Навид, а в школе какие предметы тебе больше всего нравятся? Математика, русский и английский. А больше всего? Математика. Почему? Там интересные формулы, задачи, примеры. То есть ты эти формулы тоже все запоминаешь? Да. Очень хорошо. Вопросы, уважаемые телезрители, становятся все сложнее и сложнее. Итак, Навид, какое название имеют падающие звезды? Метеоры. Правильно! Как называется камень, который прилетел на планету Земля из космоса? Метеорит. Правильно! А как называется корабль Гагарина? Восход-1. Правильно! Сколько времени Гагарин провел в космосе? 108 минут. Чем отличаются звезды от планет по внешнему виду? Планету излучает ровный цвет, а звезды мерцают. Название галактики, в которой мы сейчас живем. Млечный путь. Навид, ты нам сказал, что ты знаешь все созвездия. Да. Если сейчас я на экране покажу тебе пару созвездий, ты сможешь угадать, какое оно? Да. Итак, дорогие зрители, настал следующий конкурс. Навид, давайте пройдем на свое место. И внимание на экран. На экране сейчас появится картина созвездия. Ты должен угадать и из 3 вариантов выбрать правильный ответ. Ты готов? Да. Внимание на экран. Как называется это созвездие? Орион. А может, лебедь? Нет. Орион, правильно! Итак, следующее созвездие. Что за созвездие здесь нарисовано? Стрелец. Посмотрим. Стрелец! Правильно! Вы наверняка назовете это созвездие. Большая медведица. Посмотрим, посмотрим. Большая медведица, правильно! Как называется это созвездие? Водолей. А может, это Овен? Нет. Водолей, правильно! Итак, следующее. Что за созвездие перед тобой? Лев. Я думаю, что это павлин. Может, это павлин? Нет. Лев, правильно! Итак, следующее. Как называется это созвездие? Близнецы. Близнецы. Посмотрим. Правильно! Итак, следующее. А это что? Телец. Да, правильно! Ты узнаешь это созвездие? Да. Малая медведица. А может, это рысь? Нет. Давайте посмотрим. Малая медведица.
Как называется это созвездие? Кассиопея. Кассиопея. Посмотрим. А может, это Малый Лев? Нет. Кассиопея, правильно. И, наконец, что это за созвездие? Рак. Рак, посмотрим. И это созвездие действительно рак. Навид, а как тебе удается запоминать все эти созвездия? Как я знаю, их больше 80. У меня была такая игра, котором нужно находить созвездия и запоминать их. Я учил их и запоминал. А кто тебе в этом помогал? Папа. А вы в школе изучаете астрономию? Нет. Нет. То есть ты самостоятельно дома начал изучать звезды? Да. Молодец. Навид, а ты можешь просто по скоплению звезд угадать, что изображено на картине? Да. То есть это не те созвездия, которые ты учил. Ты сможешь? Да. Итак, мы подготовили для тебя еще одно задание. Оно намного сложнее, потому что эти созвездия ты не знаешь. Давай мы пройдем туда. Уважаемые телезрители, эти созвездия мы создали сами, то есть таких созвездий не существует, и по скоплению звезд Навид должен отгадать, что изображено на картине и что мы хотели показать. Навид, ты готов? Да. Точно? Эти созвездия ведь ты не знаешь? Попробуем? Да. Давайте. Что здесь изображено? 6. Нет. Я вижу здесь ракушку. 6, правильно. Итак, следующее. А что изображено на этой картине? Будь внимателен на вид, потому что это задание сложнее. Рак. Рак, посмотрим. Это рак? Правильно. А что мы изобразили здесь? Треугольник. Посмотрим. Правильно ли ты отгадал? Треугольник. Правильно. А вот это что такое? Ой, ждем. Вот. Птицу. Нет, это не птица. Ну, подумай еще. Посмотрим. Птица. Правильно. Навид справился с этим заданием. دلم پرواز میخواهد سامان ایر 10 سالی پرواز در فضای محبت. Дорогие телезрители, как говорится, учение свет, а не учение тьма. Сегодня Навид своим примером доказал, что без разницы, сколько тебе лет. Главное иметь большое желание и учить. Итак, вручаем Навиду от имени телеканала Бахористон грамоту и медаль. Уважаемые телезрители, Навид неспроста хочет стать космонавтом. Он родился 12 апреля, в день космонавтики. И мы желаем ему успехов! Пока-пока!